результат, за сколько времени обучения. Сытхуэдизрэ адыгэбзэ зэбгъэщӏа? Сытхуэдиз зэманкӏэ? Сыт тхьэмахуабгъу. Тхьэмахуибгъу. 9 недель. Да. Тхьэмахуибгъукӏэ. Да. Инчейвэр сщӏэжмэ, адыгэбзэ къыгурыӏуэрэ, урысыбзэ. За 9 недель самостоятельно выучил черкесский язык. НтӀэ къажеӏэ дауэ зэбгъэщӏа, сыт нэхъ гугъуу къыпщыхъуар, сэ сщӏэрэ, материал умыгъуэта, сэ сщӏэрэ, сыт хуэдэ тхылъ узэплъар? Мыстым телестудиом уеплъащ араӏа, телестудио ютубым, ар ӏейуэ сэбэп къыпхуэхъуащ, иджыри дауэрэ зэрызэбгъэщӏар? Мыр полиглот инджылыбзэ и тхылъ ар основу къэпщтащ. Да, сэ инджылыбзэ и тхылъ и псалъэ урысыбзэкӏэ зэзгъэджащ. Зэбдзэкӏащ. Да. Мыстыр жиӏэ, итӏанэ телеграммэм бот гуэр къэбгъуэта сгугъэщ, псалъалъэ словарь, араӏа? Сыт абы и цӏэр? Зыгуэр зыгуэрым сэбэп къыхуэхъумэ? Адыгэбзэ, бот. Да, адыгэбзэ. Да, телеграммэм спасибо къыбжаӏэ, плъагъурэ ятхэ. Упсэужь. Мыстэ пхъэ яжумыӏэжрэ, махуэ къэс улажьэу Нэхущ-Чэрим и уэрэдхьэм уедаӏуэу зэрыщысар, ар пхъэ яжумыӏэжрэ? Нэхущ-Чэрим и уэрэдхьэм узэредэӏуар пхъэ жумыӏэжрэ? Къысфӏэгъэгъу сыт? Сэ сыт испаныбзэ-нтӏэ? Сэ дауэ сыт? Испаныбзэкӏэ зыгуэр ятх, сэ испаныбзэ сщӏэӏым. Да. Абыхэм жэуапкъым мыр сыт? Упщӏэ. Упщӏэ. Сыт да тпсалъэ? Зыстеплъэлъыхьыр? Сэ да. Ныбжьыщӏ данщыщ. Псыхуабэ? Ауэ? Ныбжьэгъур дэнэ щыщ? Мыр нарт щӏоупщӏэ, нарт хуэдэнэу щыщми сщӏэӏым. Иуан Урысейм Псыхуабэ щыщ. Псыхуабэ Налшык пэмыжыжьу зы къалэщ. Иуан урысщ. Адыгэбзэр тхьэмахуибгъу жиӏащ. Тхьэмахуибгъум и кӏуэцӏым зыригъэщӏащ. Мыр зэбгъэщӏэн щыщӏэбдзам щыгъуэ адыгэбзэкӏэ зы псалъэ пщӏэ къыщӏэкӏынтэӏым. Зыри пщӏэ къыщӏэкӏынтэӏым пэжщӏэ? Къызуалыгъу. Гугъу сыноупщӏрэ? Интернет и проблема. Мисафир я инженерили. Мисафир бир рус деликануэ, Rusya'da yaşıyor. Nalçik yakın bir şehirde yaşıyor. Kendi başına Çerkesçe öğrendi. 9 hafta öğrendi. O Çerkes değil, Rus. Sağ, maşav. Şaj. Kız говорила. Yok, 2 sene değil. 2 aydır öğrendi. 2 ay sadece. Да, 2 ay. Урысыбзэкӏэ нэхъ тыншу, может быть, переключимся на русский язык, ты расскажешь, как учил, тут вот спрашивают, как учили, какой способ самый активный, Да. Что было самым сложным в изучении, вот поделись своим опытом.
Самое сложное, что очень мало материалов, Да, что... это не как английский, там, допустим, не как Да, турецкий. самое сложное, что нет в Гугле переводчика, перевода на Конечно, да. черкесский, и нельзя проверить предложение. И вариваю набжаша, не помню. Это кому-то из комментаторов. Там. Что вас мотивировало, говорит? Вот. То, что я раньше у меня было... Я вообще люблю языки изучать, но раньше я себе ставил такое ограничение. Я думал, у меня вот счастливое число 9, и я не буду больше 9 языков учить, потому что у меня в голове это просто не вместится. И когда началась пандемия, я пытался все языки понемножку учить, хотя по 5 минут в день, у меня ничего не получалось. Аж до депрессии доходило, я думал, что ж так делать? И потом я решил посмотреть лекцию своего любимого Дмитрия Петрова, полиглот такой знаменитый, я с ним учил и испанский, и французский, и немецкий. И он сказал, что языки нужно учить компактно-модульным принципом, что нужно на какое-то короткое время, сейчас я буду салам из России, на какое-то короткое время погружаться, концентрироваться на языке, набирать базу, которую ты потом не потеряешь. Сейчас я выбрал такой период, как 9 недель. Может, потом поменяю, сейчас просто мне так нравится. Я понял, что нету пределов, можно много языков учить. Его также спросили, сколько он языков знает. Он сказал, что в разной степени знает около 60 языков. Я понял, что голова не взорвется, что можно учить. Да, что можно браться за языки. И тогда я подумал, что стоит пробовать учить те языки, куда ездишь. Вот. Когда я приехал летом, у меня мама со знакомыми поехали в Архыз. Точнее, потом я просто с ними поехал, мама не смогла. Там говорят на черкесском тоже, но я принялся сначала за карачаево-балкарский. А потом у мамы были соревнования в Нальчике. Я решил, что тоже надо съездить. Там же и балкарцы, и кабардинцы. И нашел передачу, вот эту телестудия на балкарском и на черкесском. Потом подумал, раз есть передача, стоит попробовать. Но это такое начальная, несерьезная мотивация, а потом начинает больше интересовать, потому что и историей интересуешься, и уже мне кажется, в России очень странная еще политика национальная, что у нас около 200 национальностей, а мы ничего не знаем о них. У меня вот рядом Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Я не знала, что это было огромное государство рядом, адыги. И да. Why I'm learning Circassian? На английском лучше ответить, да. I'm learning Circassian just for fun. I started learning it just for fun, but now I'm really interested in the history and so on. I just enjoy learning languages, and I teach languages myself. So it's important for me all the time something new to understand what my students feel, because every time it's something new. Every time I take something new in teaching methods, I have some new ideas. So it's important first of all just for me, to keep fit. Вот еще вопрос, что больше влияет на разговорную речь, практика. Вот по твоему опыту, то есть вот ты все это время учил, ты начал с глаголов, мы вот про это не проговорили. То есть я, допустим, преподаю, я начинаю с более легкого, и от легкого иду к сложному. А Иван, когда начал учить, он наоборот, он с самого сложного начал. В черкесском языке самое сложное – это глаголы. Он начал сразу с глаголов и учил очень много глаголов, все спряжения. Да. Ты учил вот каждый день. То есть если даже хотя бы по 15 минут, по полчаса, но ты каждый день занимался. Да. Без перерывов. Ну да, то есть важно заниматься каждый день, хотя бы по 5-10 минут, но каждый день. Чем тратить на это много времени, но заниматься случай к случаю, потому что... Вот, а разговорная практика у тебя была только со мной, насколько я помню. Да.